Эфир телеканала «Россия-24» продолжает интервью. И сегодня у нас в гостях представитель исполкома Татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какоха. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы беседуем о старте нового проекта на телеканале «Россия-1» юридического шоу «Судья». Это совместный проект ГТРК Татарстана и Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. И вы один из авторов идеи. Тимур, о чем будет новый проект, расскажите. И, насколько мы понимаем, аналогов ему на российском телевидении нет. Да, безусловно, проект ХКМДР – это модельно-судебный процесс по гражданским делам. Наверное, наши телезрители помнят, как в начале нулевых годов появлялись такие передачи, как «Час суда», «Федеральный судья», «Суд идет» и многое другое. Ну и мы с нашими коллегами попытались что-то подобное сделать, но в тот же момент подумали, что необходимо это делать исключительно на татарском языке. Уникальность этого проекта заключается в том, что аналогов таких передач нет. И вот мы впервые совместно с нашими партнерами запускаем данную передачу. А почему все-таки на татарском языке вы решили создать такой проект? Как родилась идея? Ну, вообще, согласно действующему законодательству, гражданский процесс у нас может проходить как на русском языке, так и на языках республик. То есть, в частности, у нас в Республике Татарстан процесс гражданский может проходить на татарском языке. Именно поэтому зародилась идея, чтобы моделировать данные судебные процессы на татарском языке. Это, во-первых, поможет нашим телезрителям узнать что-то новое. Это юридическая лексика, прежде всего. И кроме того, мы расскажем о тех тонкостях, которые есть в юриспруденции, которые помогут нашим телезрителям в защите своих прав и законных интересов. То есть весь интерес для телезрителей состоит не только в том, чтобы изучать язык, да, но еще и в том, чтобы тонкости изучить. Безусловно, да, мы будем давать какие-то такие моменты, связанные с правовым просвещением, где жители смогут уже применять их на практике. Важно, когда мы говорим о проекте на родном языке, это сохранение чистоты языка. Кто помогает вам в реализации проекта? Ведь юридический язык все-таки он довольно-таки специфичен. Да, безусловно, специалистов не так много в этой области. В данном проекте нам помогают сотрудники аппарата Конституционного суда. У них достаточно большой опыт при переводе нормативно-правовых актов, решений Конституционного суда. Вот именно они нам помогают в переводе текста. А кто участвует в создании проекта? Там актеры, переводчики, судьи, юристы? Это большая команда. Прежде всего, это съемочная группа, которая принимает непосредственное участие в данной телепередаче. Да, это актеры, это члены ассоциации юристов, юристы, это переводчики в том числе. Да, это действительно огромная команда, которая совместными усилиями и возрождает такой проект. Ну, наверное, есть какой-то особый штат, который следит за как раз-таки теми терминами, которые употребляются, да, за чистотой. Да, безусловно, мы друг друга перепроверяем, смотрим, как это звучит, берем словари различные, да, советуемся с нашими коллегами по цеху, даже иногда просим прокомментировать тот или иной вопрос у деятелей культуры, науки, в области татарского языка в частности. Расскажите, а кого из актеров мы сможем увидеть уже в первом выпуске? Как шли переговоры с ними по участию в проекте? Ну, актеры – это прежде всего Лилия Мулгалиева, это заслуженный артист Республики Татарстан, это Ирик Кашапов, также артист татарского театра, академического театра имени Гляскара Камала. Мы вышли на них через социальные сети, они с удовольствием откликнулись на нашу инициативу и приняли активное участие. И в дальнейшем, я думаю, также деятели культуры, искусства подключатся к данному проекту и примут активную участие. Ну, а представители истца ответчика – это члены Ассоциации юристов России, практикующие юристы, которые также обладают навыками татарского языка в юриспруденции. А также в ролях судей действующие судьи. Как их удалось привлечь к этому проекту? Вы знаете, в данной ситуации мы привлекли человека, который непосредственно принимал участие в переводе Гражданского процессуального кодекса на татарский язык. Это кандидат юридических наук, это руководитель аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, это преподаватель юридического факультета Казанского федерального университета Нуриев Анас Габдрауфович. Он принимает активное участие в данной телепередаче в качестве судьи. А где проходят съемки? Ну, съемки проходят у нас в реальном, так скажем, приближенной боевой обстановке на площадке Конституционного суда. Это не декорация, это реальный зал судебных заседаний, где проходят заседания. И мы осуществляем съемки именно на этой площадке.
Ну и для наших телезрителей информация, когда, где можно будет посмотреть, увидеть эту программу. Премьера передачи состоится во второй половине ноября. Также данную передачу можно будет смотреть каждый понедельник в утреннее время на телеканале «Россия-1». Ну а повторы можно будет посмотреть на сайте ГТРК Татарстан и на наших площадках в социальных сетях и на YouTube-канале с хэштегом Хэкэмдер. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Всего доброго.